то время как Китай продолжает преследование уйгуров и других тюрков Восточного Туркестана, Турция сделала новый шаг для укрепления отношений с Пекином. Международные аэропорты Стамбула и Пекина, а также пекинский аэропорт Дасин были объявлены братскими воздушными гаванями. Аэропорты Турции и Китая будут обмениваться опытом управления, эксплуатации и развития, а также информацией о терминалах, воздушном пространстве, архитектурном проектировании, разработке маршрутов и электронной безопасности. Известный блогер Рухи Ченет, за деятельностью которого следят миллионы пользователей сервиса YouTube, опубликовал видеоролик, в котором обратил внимание своих подписчиков на репрессии, устроенные Коммунистической партией Китая. «Я хочу, чтобы СМИ освещали этот вопрос как можно чаще, для того, чтобы граждане Турции были осведомлены о положении своих братьев», – заявил Ченет. Блогер также опубликовал интервью, которые он провел с бывшими узниками концентрационных лагерей. После трехдневного затишья в Гонконге снова усилились протесты, продолжающиеся на протяжении нескольких месяцев. Полиция применила против демонстрантов пластиковые пули и слезоточивый газ. В свою очередь демонстранты ответили полицейским коктейлями Молотова и самодельными стрелами. Уличные протесты распространились и на многие университеты. Студенты, принимавшие участие в демонстрациях, попытались укрыться в университетах. Между полицией и студентами возник конфликт. Протесты, которые начались с реакции на законопроект о выдаче подозреваемых в Китай, со временем переросли в антиправительственные акции. Протестующие требуют честных выборов и независимого расследования насилия, учиненного полицией, а также освобождения более 4000 арестованных участников акции. В ходе акций протеста против повышения цен на бензин в Иране было задержано около 1000 человек. По данным информационного агентства Фарс, наряду с Тегераном, Тебризом, Мешхедом, Ахвазом, Исфаханом, Ездом и Керманом протесты прошли в 1080 точках по всей стране. Участники демонстрации подожгли более 100 банков и 50 магазинов. Стало известно, что Южная Корея и Соединенные Штаты Америки перенесли военные учения, запланированные на конец ноября, чтобы не навредить дипломатическим переговорам с КНДР. Информационное агентство Йонхап сообщило, что министр обороны США Марк Эспер и министр обороны Южной Кореи Чжон Кён Ду провели совместную пресс-конференцию в Таиланде, где прошла встреча министров обороны стран-участниц Союза государств Южной Азии. «Мы приняли это решение как жест доброй воли, чтобы внести вклад в развитие дипломатии и мира», – сказал Эспер, напомнив, что США призывает Северную Корею заново сесть за стол переговоров.